Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Сегодня мы проводим всероссийский семинар для организации дошкольного образования. Очень важная тема – цифровые образовательные ресурсы нового поколения для системы дошкольного образования. Нам очень важно, что нашими партнерами, модераторами и спикерами будет выступать всем известная компания «Новый диск», которая сопровождает вместе с нашим институтом и систему электронное образование. Поэтому, конечно же, нашим профессиональным модератором от института выступает Вячеслав Алексеевич Лешов. Добрый день, уважаемые коллеги. Попрошу в чате поставить плюсики, если нас слышно и если видна презентация на окне справа. 2 плюсика можно поставить, чтобы мы понимали, что все нас слышат, видят. Если кто-то не видит и не слышит, в закладочке «Вопросы» есть инструкция, как исправить. Или пролистать в начало чата, что не совсем удобно. В закладочке «Вопросы» вы можете увидеть инструкцию, что делать, если что-то у вас там пропало, звук, видео и так далее. Конечно, сама программа всероссийского семинара, она очень структурно разнообразна. Мы рассмотрим вопросы и по использованию ГИС электронное образование при организации обучения с применением цифровых образовательных ресурсов. Вас познакомят и с предшкольной программой «Стань школьником», с Робобориком, уже известная вам программа. Конечно, мы проведем вместе с нашими коллегами из компании «Новый диск» мастер-класс, проводим развивающие занятия. И вас познакомят с онлайн-олимпиадой для дошкольников «Марафон юных интеллектуалов». Вот такая насыщенная программа. Конечно, важно, что сегодня вы можете задавать вопросы нашим коллегам, и на основании данных вопросов, которые, конечно, являются и вашими профессиональными запросами, мы будем надеяться, что данный семинар, он станет для нас профессионально традиционным. Коллеги, важно, что сегодня вместе с нами работают педагоги из Республики Коми и педагоги из Ненецкого автономного округа. Коллеги, мы вас приветствуем. И я очень надеюсь, что ваши вопросы, они станут основанием и для нашей модерации. Коллеги, вам всего самого наилучшего с точки зрения профессионального освоения этого важного материала. И надеемся, что в завершении Вячеслав Алексеевич проведет еще и с вами дискуссию, обратную связь именно на основе ваших запросов. Спасибо, Галина Владимировна. Я сейчас предоставляю слово Дороховой Лидии Михайловне, руководителю направления поддержки педагогического сообщества компании «Новый диск», тоже с приветственным словом. Да, Лидия Михайловна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы очень рады, что у нас есть возможность встретиться вместе с педагогами, обсудить эту важную и очень волнительную тему, как построение цифровой образовательной среды в дошкольных образовательных организациях. И мы надеемся, что сегодня педагоги активно подключатся к нашей беседе, и, соответственно, у нас получится очень конструктивный такой диалог, в результате которого мы сможем выработать некие решения. Спасибо вам большое за предоставление такой отличной вебинарной площадки. Да. Спасибо вам. Спасибо за профессиональное партнерство. Спасибо, Галина Владимировна. Коллеги, Вячеслав Алексеевич... Да, Лидия Михайловна, Дим, выключился у меня. Все. Мы приступаем к реализации нашей программы. На входе в вебинарную комнату программа была опубликована. Единственное, у нас будут некоторые, наверное, изменения по спикерам. По ходу реализации вебинара об этом будет сказано. И мы приступаем к первому вопросу. Коллеги из Ненецкого автономного округа меня немножко простят, что я буквально 5 минут займу
информацией для наших педагогов, а потом мы продолжим уже по программе. Итак, уважаемые коллеги, все мы знаем, что у нас в республике, ну и, наверное, и в Ненецком автономном округе, не знаю, это ли система или нет, реализуется государственная информационная система электронное образование Республики Коми, сокращенно ГИСЭО, и в частности в этой системе есть у нас модуль дошкольной образовательной организации. Ну, если школы доп. Образования уже активно работают у нас в этой системе, то дошкольные образовательные организации как-то пока еще, будем говорить так, входят в работу в этой системе. Хотя система позволяет достаточно много возможностей. Это в первую очередь доска объявлений, с помощью которой можно информировать и сотрудников учреждения, и родителей о тех или иных событиях, которые происходят у нас в образовательной организации. А мы очень часто от имени КРИРО и от имени Министерства образования размещаем какую-то информацию о различных мероприятиях, которые проходят у нас в республике. Я думаю, если родители дошкольной образовательной организации, если педагоги дошкольных образовательных организаций включатся в эту систему, то они будут как раз быть в курсе всех или многих событий, происходящих в республике. Это электронная почта, с помощью которой можно также поддерживать связь с родителями, связь с сотрудниками. Воспитатели могут поддерживать связь со своими родителями посредством электронной почты. Система позволяет вести учет посещаемости, выгружать, то есть в течение месяца мы ведем учет, отмечаем, кто есть, кто нет, выгрузить этот отчет в Excel-овский файл и, предположим, предоставить его в бухгалтерию, где уже автоматически будет проставлено отсутствие или присутствие данного ученика. Также можно с помощью данной системы вести учет родительской платы. Форум позволяет обсуждать все различные вопросы общего характера, поскольку форум он открыт для всех участников, для родителей, для педагогов, поэтому можно только общие вопросы. Если, предположим, в мессенджерах или в ВКонтакте мы обсуждаем уже какие-то частные вопросы, то здесь можно какие-то общие вопросы, общеродительское собрание с использованием форума провести. Конечно, немаловажная роль может играть портфолио педагога, с помощью которого можно накапливать материал для аттестации на протяжении 5 лет. От начала аттестации и прошли вы аттестацию, теперь к следующей аттестации вы можете накапливать и прикреплять различные документы в свое педагогическое портфолио, которое можно использовать, вот как накопительную базу использовать. Достаточно много, очень много различных отчетов, которые позволяют нам оптимизировать и работу, то есть работу воспитателей, там различные отчеты можно буквально выгружать 2 кликами мыши, и это будет как бы ускорять или оптимизировать работу тех же того же дошкольного образовательного учреждения, отчетность перед вышестоящими органами и педагогических работников, если это есть необходимость. Поэтому я призываю образовательные организации активно включаться все-таки в работу в ГИСЭО. Администраторам системы необходимо раздать логины и пароли, во-первых, педагогическим работникам, чтобы они уже начинали или продолжали работать, раздать логины и пароли родителям при входе в эту систему, хотя родители должны при входе использовать портал госуслуг, как это используется в школе и в доп. Образовании. То есть вот эти 2 модуля, школьный и доп. Образование, уже активно работают. Подключаем дошкольников, чтобы родители уже с детского сада привыкали к электронному журналу и к тому, что какую информацию можно получить в этом журнале. Еще одна возможность – это использование электронных образовательных ресурсов, которые встроены в эту систему и которые воспитатели при проведении различных своих занятий, и в том числе и дистанционных, могут использовать в своей работе. А здесь вот я передаю уже слово нашим коллегам, нашим партнерам, это компания «Новый диск». Лидия Михайловна, предоставляю вам слово вот как раз по электронным образовательным ресурсам, которые можно использовать посредством ГИСЭО
вот ваши как раз электронные ресурсы, которые встроены в эту систему. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо большое, Вячеслав Алексеевич. Мы вот в этом вопросе об использовании цифровых образовательных ресурсов поняли одну очень важную вещь, что здесь невероятно важна вариативность. Невероятно важна вариативность в том плане, что у нас у всех разное оснащение наших дошкольных образовательных организаций. У всех педагогов разный уровень ИКТ-компетентности. Поэтому нам важно предоставить инструмент для педагога, чтобы он уже сегодня, сейчас легко мог начать работу с цифровыми электронными ресурсами. И вот одним из примеров таких ресурсов мы бы хотели бы вас ознакомить с таким примером. И вот сейчас Светлана Васильевна Титова, автор-разработчик курсов для дошкольных образовательных организаций, педагог дополнительного образования, воспитатель, ну, в общем, опытный в дошкольном образовании человек как раз вас и познакомит с одним из цифровых ресурсов. Пожалуйста, Светлана Васильевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. И сегодня мы говорим про цифровые образовательные ресурсы для дошкольного образования. Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий все больше входит в практику дошкольного образования. Для проведения занятий в детских садах широко используются различные технические устройства. Интерактивная доска, проекторы, белый экран, персональные компьютеры, ноутбуки и планшеты. Оснащение образовательных организаций техническими средствами, конечно, влияет на возможности использования новых технологий. Но даже имея минимальный набор технических устройств, возможна организация полноценного образовательного процесса с применением цифровых технологий. Рассмотрим с вами возможности внедрения информационных компьютерных технологий в образовательный процесс на примере наших курсов. И предлагаю посмотреть презентацию о нашем курсе. Нажмите на кружочек, потому что вы пропали. Презентация видна, а вы пропали сами. И звук пропал. Так. Да? Во вступительном слове я расскажу о курсе «Стань школьником с робобориком» на платформе робоборик, о его содержательных и методических возможностях. Данный курс предназначен для предшкольной подготовки, адресован детям 5-7 лет. Так как нередко в подготовительной группе, мы знаем, бывают дети разного возраста. Данный курс рассчитан на годовое обучение на 9 месяцев, начиная с сентября по май, на 34 недели обучения. Педагогу предоставляется дидактический инструмент 136 занятий из расчета 4 занятия в одну неделю. Содержание курса разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной основной образовательной программы дошкольного воспитания. То есть каждый педагог может использовать его с любой абсолютно образовательной программы, которая реализуется в детском саду. Данный курс апробирован, и мы тесно сотрудничаем с педагогами-практиками, и сегодня можно будет познакомиться с некоторыми из них и узнать результаты апробации. Выделим особенности курса, которые важны для реализации задач дошкольного образования. Первое – это наполняемость. В курсе представлен максимальный охват тем, контент обеспечивает освоение дошкольниками содержания всех образовательных областей. Также в курсе реализован тематический принцип подбора материала, есть комплексное тематическое планирование. Такой принцип позволяет организовать образовательный день дошкольников в тесной связи с окружающим их миром,
со всем тем, что происходит вокруг них. Курс учитывает также психофизиологические особенности детей дошкольного возраста, их возрастные и познавательные потребности. В курсе присутствует веселый персонаж, посмотрите на экране, мы его видим с вами, понятный и доступный детям, и реализована обратная связь для ребенка, реализуются игровые приемы. Все это создает комфортную, развивающую среду для обучения. Очень важное – это комплексность. В чем выражается комплексность? Курс дает дидактическую базу, в которой есть 1500 интерактивных занятий и 106 анимационных обучающих роликов. Важный момент, что для раздаточного материала есть также 272 задания. Мы можем распечатать их и предоставить детям для выполнения. То есть не только электронные средства, но и средства, привычные детям, для привычных видов деятельности, традиционных, тоже присутствуют в курсе. Чуть позже мы поговорим об этом и покажем их вам. В курсе даются также планы для педагога. 136 занятий и 136 планов для организации полноценной образовательной деятельности. Педагогам дается методическая поддержка, не только то, с чем работать, но и алгоритм самой работы, как включить все эти средства в образовательную деятельность. Перейдем к содержанию курса. Он позволяет решать задачи всех образовательных областей. Предлагаются материалы по 4 направлениям. Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие или, простыми словами, раздел «Окружающий мир». Отдельный раздел по формированию элементарных математических представлений. Также раздел «Речевое развитие, подготовка к обучению грамоте». Здесь мы идем за методикой Журовой-Дуровой и идем к букве через звук. Очень много заданий вы увидите именно на работу с фонетической стороной речи. И еще не менее важный раздел «Художественно-эстетическое развитие, ознакомление с искусством». В этом разделе широко представлены материалы по 2 направлениям – это изобразительное искусство и музыка. Что важно, мы, помогая педагогам проводить занятия, закладываем тематическую преемственность и даем возможность проведения интегрированных занятий, а это для дошкольного образования очень важно, это базис. Давайте наглядно посмотрим это на платформе нашего робоборика. Сейчас перейдем на платформу. Вот так выглядят наши 4 тематические раздела, о которых мы говорили. Мы в интерфейсе педагога. И что мы сразу увидим, когда заходим на курс? Это 4 раздела. Видеоролик. Внизу экрана вот здесь он находится. И с которого мы и предлагаем вам начинать ознакомление детей с данным курсом. Ребенок узнает, как робоборик прилетел из космоса, робот попал в детский сад и захотел вместе с детьми подготовиться к поступлению в школу. Очень важно, что курс содержит методические рекомендации. Вот мы их тоже можем увидеть. Это подробное описание, комплексно-тематическое планирование, описаны подробно все функции по назначению заданий, по выдаче кодов родителей, по механике взаимодействия. Все это мы можем найти в этом документе. Это подробный документ с картинками, который поможет педагогу познакомиться с курсом и комфортно с ним работать. Давайте посмотрим, как устроено занятие, и сейчас войдем в режим ребенка. Вот мы перешли в режим ребенка и выбираем один из разделов нашего курса «Окружающий мир». Мы видим 34 занятия.
Последнее занятие у нас обобщающее, проверочное, остальные занятия тематические. Предлагаю посмотреть занятие 27-й недели, это тема космос. Скоро у нас День космонавтики в апреле месяце, и в преддверии праздника тема актуальна. При подготовке к занятию педагог может познакомиться с планом занятия. Он также дается в нашей программе. План дает алгоритм работы. Он выглядит для педагога привычным, понятным образом. Содержит цели и задачи, план проведения самого занятия, дает весь алгоритм. Описывает материалы оборудования и также план образовательной деятельности. И что очень важно, здесь дано не только описание использования ИКТ и электронных ресурсов курса, но и вся традиционная работа в рамках темы. Предлагается также необходимый литературный материал, загадки, пословицы, стихотворения. Все это можно найти в наших планах. И педагог может использовать план по своему усмотрению, следовать ему полностью или частично, и так, как он считает нужным. Также для занятий педагог может ознакомиться с раздаточными материалами. Они также существуют для каждого занятия, два вида таких материалов. Их можно распечатать и дать детям для выполнения. Дети могут, задания здесь не повторяют электронных заданий, но находятся все в рамках одной темы. Эти ресурсы можно использовать как на самих занятиях, также дать детям для самостоятельной работы. В них очень много интересных творческих заданий, которые можно выдать даже в качестве поощрения детям. Вот перед вами эти задания по теме космос. Вернемся к нашему занятию 27-й недели, теме космос. Занятие начинается у нас с видеоролика. Занятие начинается с видеоролика, где в наглядной и доступной форме детям представлено основное содержание темы. Ролики предназначены в первую очередь для работы на демонстрационном оборудовании. На мастер-классе сегодня мы сможем увидеть с примером использования роликов. Управление очень простое, мы можем остановить ролик в любой момент, продолжить его просмотр, выбрать любой момент для демонстрации, который нам нужен, то есть перейти дальше по содержанию, включить или выключить звук, раскрыть полный экран или вернуться обратно. Педагог может сопровождать ролик своим рассказом. Также давайте рассмотрим электронные задания. Что непосредственно мы можем здесь увидеть? Что очень важно, все задания озвучены. Дети в этом возрасте еще не всегда читают, и задание, инструкция может быть достаточно большой, поэтому все задания озвучены, и озвучены также ответы. Давайте выполним какое-нибудь задание. Мы послушали с вами, что у нас получается. Если задание выполнено правильно, наш герой радуется и сообщает. Простите, пожалуйста, Светлана Васильевна, Да. простите, пожалуйста, можете немножко нам звук погромче сделать, чтобы мы лучше слышали озвучку? А то чуть-чуть там слышно, мы видим, звук идет, слышим, но слышно очень плохо, чтобы коллеги смогли все услышать. Хорошо, сейчас следующим тогда я к ролику верну. Давайте на примере следующего задания посмотрим, слышно или нет.
Лучше слышно сейчас звук? Да, чуть-чуть. Ну, там больше нет возможности, я думаю, добавить. Посмотрим вот это задание. Хорошо, Здесь мы спасибо. видим планеты, и ребенок перед тем, как его выполнить, тоже может прослушать каждый ответ и выбрать верный. Что будет, если ребенок ответит неверно на какой-то вопрос? И, допустим, он здесь выбрал и ответил неправильно. У нас, смотрите, робоборик пока не включился. Правильный ответ, он не радуется. И мы видим 5 попыток внизу, что мы можем с вами использовать их все 5. Ребенок 5 раз может ответить. Если он не увидел правильного ответа, вот здесь у нас появляется глазок, который дает нам правильный ответ. То есть ребенок в любом случае дойдет до верного ответа и получит знания, получит необходимую информацию. Посмотрим еще некоторые задания. Все они разной сложности, разного уровня сложности. И мы можем здесь поговорить и о профессиях, связанных с космосом, также о первых животных, полетевших в космос. Вот опять мы ответили правильно, и нам сразу же видно, что этот ответ правильный. То есть мы можем рассмотреть с разных сторон эту тему, также вот познакомиться с космонавтами, которые были в космосе, с оборудованием, которое используется, и очень много других интересных заданий. Последнее задание в этой теме на внимание. Можно предложить его детям в качестве поощрения, можно выполнить в свободное время. И мы уже говорили, что в курсе заложена тематическая преемственность, есть интеграция тем. Посмотрим с вами быстро тему по математике, более подробно она у нас будет в мастер-классе. 27-я неделя у нас также здесь. Это геометрические тела. Видеоролики тоже мы можем познакомиться с этой темой. И в заданиях также мы можем увидеть интеграцию. Видим снова космические тела. И тема космоса проходит у нас и в теме по математике, получается. Сейчас перейдем к ключевому развитию. 27-я неделя, это у нас буква Б, Б и звуки Б и Д. Тоже очень интересный видеоролик. В каждом ролике предлагается интересный анимационный сюжет, где выбирается главное слово, разбирают его, составляют звуковую схему. Ролик начинается с загадки, здесь у нас красивая анимация, интересный сюжет. Дальше идет работа со звуковой схемой. Мы знаем, что многие дети испытывают трудности с фонетическим анализом и в составлении звуковых схем, а ролики помогают заинтересовать ребенка, показать механизм и алгоритм. Ролик дает возможность для различного использования этого материала. Например, в данный момент мы можем остановить ролик и подключить индивидуальную работу на столах, выложить схему слова. Посмотрим другие задания, какие у нас есть. Вот. Сначала дети знакомятся со звуком, дальше переходим к букве. Обычно с 1 по 7 задание у нас представлены материалы по работе со звуками. Ну, давайте еще посмотрим. По составлению схем. В некоторых заданиях схемы
для составления схемы нужно переносить квадратики на правильные места, в некоторых нужно их закрашивать. Когда дети отработали звуковой состав, мы говорим уже про букву. Очень интересное задание с домиками. Нужно расставить гласные буквы и прочитать слоги правильно, учитывая, где мягкий, где твердый звук. И дальше мы переходим уже к словам. Дети должны расставить, выбрать правильно и расставить слоги. Так. Вот. Задание выполнено правильно. Обращаем внимание на интеграцию. Также в этом разделе у нас прослеживается связь с темой космос. Дети вспоминают клички известных собак-космонавтов. И другие задания тоже интегрированы с темой космос. И в последнем задании предлагается загадка, также с космической темой связанная. Перейдем в раздел художественно-эстетического развития. Здесь 27-я неделя, это у нас музей. Также очень интересный ролик, ну, сейчас можем посмотреть прям кусочек совсем. В этом ролике также мы дальше увидим много внимания уделено музею космонавтики. Также рассказывается о других замечательных музеях. Ролик позволяет нам виртуальную экскурсию совершить в различные музеи. Узнаем мы, какие музеи существуют в нашей стране, каких много. И очень важно, что такие ролики позволяют ребенку куда-то переместиться, особенно в современных условиях, в условиях дистанционных занятий. Они помогают родителям и педагогу, конечно. Здесь мы рассматриваем правила поведения в музее, знакомимся с их разнообразием. И, как я уже сказала, очень много уделено теме музея космонавтики. В дальнейшем в ролике это мы сможем увидеть. Посмотрим задания, какие у нас есть в этом разделе. Ребенок должен определить, какие предметы в каком музее должны находиться. Ну, и как мы видим, снова у нас есть музей космонавтики. Выбираем предметы. 3 музея нам предлагается здесь определить, какие предметы где находятся. Вот, мы ответили правильно и увидели, что наш ответ действительно верный. Очень интересное задание, когда ребенку предлагается, дети очень любят такое выполнять, предлагается убрать лишние предметы. Также подобное задание в музее старинных предметов. Прошу вас обратить внимание, какие у нас яркие, привлекательные для детей рисунки. Объекты очень наглядные, и дети с большим удовольствием выполняют все эти задания. Хочется отметить, что с курсом можно работать как фронтально, так и индивидуально, с любыми устройствами, и вокруг любой ситуации из ролика мы можем с вами создать и организовать обсуждение. Напоминаем, что у вас есть код, и вы сможете ознакомиться с содержанием наших программ подробно. Также еще хочется вам показать статистику. Зайдем в курс под ребенком.
мы можем увидеть два вида статистики. На каждого ребенка. Два вида статистики. Можем увидеть, сколько пройдено занятий, какие разделы прошел ребенок. И вот здесь внизу, сколько процентов, как он ответил правильно, или где-то были допущены ошибки. Подробная статистика по всем занятиям. Можно войти в каждое занятие, посмотреть, как ребенок выполнял задание, сколько было попыток. И эта вся информация для педагога присутствует в курсе. Также в курсе реализована возможность выдачи заданий для домашнего выполнения, и все педагоги ее используют. Реализуется она очень просто, можно назначить задание всей группе или одному конкретному ребенку. Также у вас будет доступ к курсу «Знай больше» с Робо Бориком. Это задание для детей младшего возраста. И мы знаем, что в этом возрасте еще невозможно выстроенные структуры, системные занятия с детьми с ИКТ. И поэтому здесь только начинается знакомство с электронным дидактическим инструментом. И структура курса свободна, педагог может выбрать любой материал, который ему необходим в данный момент. И сейчас нам доступны пока только область познавательное развитие, позже появятся другие разделы. Как устроен материал? Также есть анимационный ролик. Также все материалы озвучены. Ну, здесь более простые задания. Много сказочных сюжетов в ролике. Рассмотрим вот тему больше-меньше. Здесь более размеренный рассказ идет по сюжету, более четко озвучено, и персонажи более близкие младшему возрасту, ролики короче, и дикторский текст очень понятен, и так же, как и персонажи, понятны ребенку. Можно использовать эти ролики и сами задания не только на занятиях, но и в свободное время. Для педагога также есть статистика и выдача заданий в условиях домашнего обучения. Все это подробно описано в методических рекомендациях. Коллеги, спасибо за просмотр и благодарю вас. Светлана Васильевна, большое спасибо, что вы нас познакомили с данным цифровым ресурсом. Коллеги, пожалуйста, поставьте плюсики. Кто из вас уже знает про данные цифровые ресурсы? Может быть, даже кто-то успел поработать с такими ресурсами. Вот я вижу, уже плюсики пошли. Ну а теперь мы бы хотели представить вам опыт нашего педагога-практика. Это наша инновационная площадка, которая приступила к работе с данными цифровыми образовательными ресурсами. И опытом работы поделится Елена Александровна Капитанская, школа 1552, город Москва. Пожалуйста, Елена Александровна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствует Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, школа 1552. Вашему вниманию предлагаем небольшое выступление детей, подготовительной к школе группе. Группа называется «Пчелки». Вот, посмотрите, пожалуйста, видеоролик. Всем удачи, просто. Такой же здесь спрятался, смотри. Предмет лишний,
Это вот небольшое выступление детей. Итак, так, секундочку. Мгм. В нашей школе программа «Стань школьником с робобориком» используется в 2 дошкольных группах. Подготовительной группе для детей с ОВЗ и подготовительной группе общеразвивающего направления. Данный курс рассчитан на реализацию в течение года и направлен на комплексную подготовку воспитанников дошкольных групп к обучению на школьной ступени образования. В программе представлены 4 основных раздела: познавательное, социально-коммуникативное и физическое развитие, познавательное развитие – это формирование элементарных математических представлений, речевое развитие, подготовка к обучению грамоте, художественно-эстетическое развитие, ознакомление с искусством. Материал изложен в доступном и увлекательном для воспитанников формате, в том числе и для воспитанников с ОВЗ, с тяжелым нарушением речи. Темы в начале марта, конечно, были посвящены нашим мамам. Так, в заданиях на сопоставление дети с удовольствием соотносили предметы с профессиями мам. У многих были улыбки на лицах, если встречали профессии их мамочек. Эти дети проявляли большую активность. Надо было подобрать представительнице каждой профессии подходящее орудие труда, то есть соединить стрелочкой. В теме по транспорту особенно старались мальчики, которые в будущем мечтали стать водителями, капитанами воздушного судна, машинистами метро. Все без ошибок соединили слово и картинку по названиям видов пассажирского транспорта. Девочки, конечно, слегка затруднялись в заданиях, что может быть частью автомобиля. Но на помощь, как всегда, приходили мальчики. Мы предлагаем детям интересные развивающие занятия по программе «Стань школьником с робобориком». 2 раза в неделю, во второй половине дня, по 30 минут с небольшими физкульт-минутками, динамическими паузами, а также мы не забывали про зарядку для глаз. Глазкам тоже надо отдыхать. Все разделы программы «Стань школьником с робобориком» очень удачно дополняют тематический план образовательной работы дошкольных групп, переключаются со содержания и расширяют представление ребят об окружающем мире, искусстве и здоровом образе жизни. Активно стимулирует речевое развитие, развивает логическое и наглядно-образное мышление, способствует совершенствованию графомоторные навыки и, конечно же, формирует навыки работы в цифровой информационной среде. Все темы программы по робоборику очень помогают в тематическом плане школы, особенно перед красными датами календаря. Перед Днем защитника Отечества мы вспомнили военную технику, отгадывали загадки, рассматривали и соединяли половинки рисунков военной техники, составляли по картинкам историю о том, как медсестра помогала солдату во время войны. Предлагаемые в рамках программы упражнения и игры направлены на развитие воображения, креативности, самостоятельности и познавательной активности дошкольников. У детей подготовительных к школе группы сформировались умения договариваться в работе по парам. Кто из них будет нажимать на стрелку и отвечать на вопрос. У застенчивых детей пропал страх ошибиться, потому что есть возможность вернуться и выбрать правильный вариант ответа. Кроме всего, работая на планшете, девочки и мальчики получали много полезной и обучающей информации. Это не просто развлечение на гаджетах. Мои подготовишки с большим интересом и желанием просто бегут на встречи с робобориком.
Самое большое значение этих занятий заключается, на мой взгляд, в развитии взаимодействия, взаимопомощи и, самое главное, в речевом развитии будущих первоклассников. Ведь в ходе обсуждения правильного ответа у нас с детьми разворачиваются настоящие дискуссии. И хочется отметить, что по программе «Стань школьником с робобориком» можно заниматься с детьми в условиях группы от 10 до 12 человек, а также можно заниматься и в индивидуальном порядке с теми детьми, которые в силу каких-либо причин редко посещают дошкольные группы. Так, сейчас, секундочку. И в заключение мне хочется сказать, уважаемые коллеги, присоединяйтесь к нашим рядам и внедряйте в программу «Стань школьником с робобориком» в своих школах. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Вот такое выступление. Александровна, за столь впечатляющий и, наверное, коллеги со мной согласятся, за столь вдохновляющий опыт использования цифровых ресурсов. Большое вам спасибо. Но, уважаемые педагоги, мы продолжаем нашу программу вебинара, и я хотела бы передать слово Наталье Вячеславовне Акимовой, руководителю научно-методического отдела компании «Новый диск», автору, разработчику курсов для дошкольных образовательных организаций. Наталья Вячеславовна познакомит вас с итогами апробации и деятельности наших инновационных площадок. Пожалуйста, Наталья Вячеславовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. И продолжая тему нашей встречи, хотелось бы немножечко познакомить вас именно с итогами той апробации курса «Стань школьником с робобориком», которую мы проводили, начиная с 2019 года, с того времени, как только мы его разработали, выпустили. Для чего проводится апробация? Естественно, нам, как специалистам, как авторам разработчиков курсов, необходимо понимать, насколько те программы, которые мы выпускаем, те электронные ресурсы имеют право на существование. То есть, во-первых, нам необходимо было понять, насколько они интересны, полезны детям, насколько они им понятны и насколько они позволяют их развивать. Второе направление для нашего изучения – это, естественно, взаимодействие с педагогами. То есть необходимо было понять, насколько они интересны педагогам, насколько понятен интерфейс, насколько они могут встраивать свою работу. Следующее, что нас интересовало, это насколько данные ресурсы коррелируются с программами традиционными и встраиваются в программу работы детского сада, соотносятся с тем тематическим планированием, по которому работает каждое образовательное учреждение. Ну и, конечно же, нам интересовало, как вообще ресурсы электронно-образовательной, работу со средствами ИКТ можно включить в традиционные виды деятельности. Ну, различными методами мы проводили нашу апробацию, и немножечко о тех итогах, которые мы получили, я вам сейчас постараюсь достаточно быстренько рассказать. Ну, во-первых, достаточно масштабная была апробация в 14 регионах Российской Федерации, это 16 было городов и населенных пунктов, более 400 участников апробации, среди которых были, ну, естественно, конечно, дети, педагоги, но и не забыли мы о родителях в том числе. Какие же итоги вы получили в результате апробации? На экране вы видите, что, естественно, первым делом нас интересовало вообще, насколько детские сады у нас оснащены различным оборудованием. Ну и как бы то, что вы видите на экране, конечно, подтвердило наши предположения, что в основном, конечно, прошу прощения, детские сады у нас оснащены средствами для демонстрационной работы. То есть это в основном доски, панели, проекторы, белые экраны. Конечно, есть в детских садах и персональное устройство, но в основном все-таки демонстрационное оборудование. И этим же было обусловлено выбор форм работы с детьми. В основном использовалась именно фронтальная работа с дошкольниками. Прошу прощения, извините. И, конечно,
чего педагоги включают интерактивные электронные ресурсы в свою работу? Ну, соответственно, на экране вы видите, что примерно одинаково распределилось использование материалов для решения самых разнообразных задач. Естественно, максимально использовалось для ознакомления с новой темой и предоставления дошкольникам новых знаний. Но в том числе упражнения и закрепление знаний, так же как и проверка при помощи электронных образовательных ресурсов тоже педагогами проводилась. Частота использования курса, опять же, зависела во многом от того технического оборудования, оснащения, которое есть в детском саду, ну и в то же время того, насколько курс встраивался в работу дошкольной образовательной организации. Дальше нам было очень интересно, какие же все-таки материалы курса более применимы, какие менее. Но к нашей радости максимально применялись и ролики, и задания курса, то есть все апробаторы стопроцентно использовали базовые материалы курса, то есть ролики и задания. В то же время не оставили равнодушными их и печатные раздаточные материалы, которые можно встраивать хорошо в образовательный процесс. Многие использовали их на занятия или предлагали детям работать с ними в свободное время. Так же, как и планы конспектов занятий из курсов, по поводу которых у нас тоже было очень много сомнений, нужны ли они, необходимы ли, или все-таки отдать наши ресурсы на откуп педагогам. Практика показала, что планы образовательной деятельности очень нужны, очень полезны, потому что именно они, как говорила уже Светлана Васильевна выше, показывают, как можно встроить средства ИКТ именно в традиционные виды деятельности. И именно гибкость курса состоит в том, что можно использовать все материалы частично, вариативно, так как это нужно вам. И очень многие педагоги использовали как раз планы частично для того, чтобы включать элементы в традиционные виды деятельности. Дальше нам было необходимо понимать, насколько вообще такое построение курса, то есть тематическая преемственность, гибкость предоставления заданий, то есть возможность использовать только ролик, возможность использовать только те задания, которые необходимы для вашей группы, для вашего плана, для вашего уровня развития детей. Насколько это удобно, или все-таки нужна какая-то жесткая структура, чтобы, грубо говоря, педагог не задумывался, а просто друг за другом использовал задания. На самом деле вы видите, что и такая форма, когда использовались заданная последовательность заданий в курсе, и форма, когда была вариативность, имеет право на существование, и педагоги по-разному их использовали. То есть нету жесткости в курсе, и это позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию ваших воспитанников, учитывать их индивидуальные особенности, и, опять же, повторюсь, использовать курс в зависимости от вашего оснащения, от вашей программы образовательной, с которой вы работаете, от целей и задачей каждого вашего конкретного занятия или взаимодействия с дошкольниками. Точно так же нам было интересно, насколько все-таки возможно ИКТ включать в традиционные виды деятельности дошкольников, потому что мы все же позиционируем наш курс именно как дидактическое средство, которое позволяет, расширяет возможности именно традиционных видов деятельности. То есть мы не говорим, что только за электронная составляющая должна быть у занятия. Тоже вы видите, что очень широко использовались разные виды деятельности. И то, что у нас вот сейчас закончился буквально на прошлой неделе конкурс «Занимаемся вместе с Робобориком», на котором участники нам предоставляли планы занятий, интегрированных занятий, в частности, именно с курсом «Стань школьником с Робобориком», показало нам, что очень широкие возможности применения курса и прекрасно все встраивается в традиционные виды деятельности, то есть никоим образом включение ИКТ не нарушает традиционного процесса, и все образовательные области, все задачи, все этапы занятия возможно сохранить и провести, не нарушая никаких норм и правил, и только используя ИКТ на пользу детям.
Кроме того, все педагоги очень высоко оценили именно психофизиологическую составляющую курса, то есть то, что ребенок может работать в очень комфортной эмоциональной обстановке, есть обратная связь, можно увидеть свою успешность, есть несколько попыток и возможность посмотреть правильный ответ, нету жесткого привязывания ко времени выполнения заданий, то есть ребенок, каждый ребенок может работать в своем удобном для него темпе и ритме. Но и в то же время педагоги очень высоко оценили инструменты статистики, то есть возможность постоянно просматривать результативность детей, возможность назначения заданий и возможность выдачи ресурсов для использования курса дома. Тоже для нас это было важно, нам было необходимо понять, насколько мы можем включить родителей в такое взаимодействие. Мы же с вами все прекрасно знаем, что очень часто родители являются активными противниками использования именно планшетов, компьютеров, интерактивных досок в работе детского сада. Именно те задания, которые предлагались родителям при помощи педагогов, когда они им предлагали выполнить именно задание нашего курса, и родители видели, что здесь очень все доступно, все очень комфортно, все очень правильно, нет никаких там элементов насилия, каких-то страшных картинок или некрасивых, и все именно направлено на развитие ребенка, это очень от родителей приходили позитивные отзывы об этих материалах, и они активно использовали задания и ролики курса в работе с детьми дома, и вы видите, что это было и в вечернее время в будние дни, и находили время в выходные дни, ну и плюс вот режим самоизоляции тоже очень показал, что это одна из таких важных форм, когда можно привлечь родителей на свою сторону и помочь им занять полезным и важным делом и показать своим детям, что компьютер – это не только средство развлечения, но и может быть очень полезным и важным средством именно развития, получения новых знаний и именно каких-то интересных и полезных вещей для ребенка. Ну и кроме того, как я уже говорила, нам было важно посмотреть все-таки, как на детей это влияет наш курс. Поэтому мы предлагали педагогам заполнить анкеты по наблюдению за детьми во время занятий. Около 300 детей участвовали в этом наблюдении. И вы видите тоже на экране, что большинству детей было легко справляться с заданиями, им понятны инструкции, им понятен интерфейс. Но мы все с вами понимаем, что наши дети гораздо более продвинутые, они сходу все понимают, куда надо нажимать, что нужно выполнять. И опять же это говорит о том, что курс соответствует их возрастным возможностям и особенностям. Также наблюдались положительные изменения у детей на занятиях, не было никаких признаков утомления, рассеянности, внимания. Но опять же, говорим о том, что педагоги научились его встраивать, этот курс, именно в работу с детьми. То есть это не получасовое сидение детей за компьютером, это, естественно, как говорили предыдущие мои коллеги, это фрагментарно, это динамические паузы, гимнастика для глаз и все остальное. Ну и заканчивая, хочу сказать, что итоги апробации показали нам, что онлайн-курс «Стань школьником-цифроводиком» действительно дает хорошие возможности и позволяет создавать в учреждении именно современную цифровую образовательную среду. И те положительные черты, которые отмечали именно апробаторы, вы тоже видите на экране. Это и готовый материал, который экономит времени педагогу, и их вариативность, усложнение, разные уровни сложности и разнообразие, и в то же время привлекательность для детей, для родителей и для педагогов в том числе. Ну, вот это очень кратко, что я хотела сказать. Надеюсь, что эти результаты вам тоже были интересны и полезны, и они показывают действительно, что курс наш имеет право на существование, и действительно педагоги практики это тоже отмечают. Спасибо большое за внимание. Когда узнавать непосредственные
опыт, быть на связи с нашими инновационными площадками, потому что мы понимаем, что мы можем развиваться только совместно с педагогами и практиками и совершенствовать свои продукты. Спасибо большое. А сейчас, уважаемые педагоги, я вам предлагаю стать активными участниками нашего мастер-класса. Мы сейчас в чат и в колоночку «Вопросы» будем транслировать коды активации. Для Республики Коми это один код, для педагогов немецкого автономного округа другой код. Будьте, пожалуйста, внимательны. Данные коды позволяют вам получить доступ к цифровым ресурсам «Стань школьником с робобориком» и «Знай больше с робобориком» на месяц. Поэтому, пожалуйста, мы вас просим не упустить такую возможность и как раз полноценно ознакомиться с нашим курсом. Но чтобы эффективно использовать ваше время вебинара, мы вам предлагаем активно подключиться к этому процессу, пройти регистрацию тем педагогам, да, кто имеет возможность сейчас как раз это сделать. Ну и тогда как раз вот мы с вами же понимаем, что единственный способ обучиться – это потренироваться. И я передаю слово Титовой Светлане Васильевне, она как раз проведет для вас мастер-класс. Светлана Васильевна, пожалуйста, вам слово. Практическая часть мастер-класса будет состоять у нас из двух частей. Сначала мы проведем регистрацию на нашем портале, где вы сможете сами зарегистрироваться и получить доступ ко всем материалам, о которых мы сегодня рассказали. И во второй части посмотрим, как можно включать элементы работы со средствами ИКТ нашими курсами в традиционные виды деятельности детей дошкольников с учетом их возраста, особенностей и также с требованием санитарных норм и правил в работе с детьми дошкольного возраста. Чтобы подключиться к нашему курсу, вам будет необходим рабочий интернет и ваша личная почта, на которой будет проходить регистрация. Предлагаю сейчас по возможности открыть вашу почту, с которой вы реально работаете и куда получаете электронные письма. И постараюсь провести регистрацию в таком темпе, чтобы вам было комфортно. Также на нашем вы должны открыть сайт, страницу робоборика. Вы видите ее сейчас вот здесь на экране. Для этого можно посмотреть в любом поисковике, набрать слово робоборик на русском языке или латиницей, и мы увидим сайт, который вот сейчас перед вами. Переходим на этот сайт, и в левом верхнем углу мы видим шапку сайта. Увидим название, в левом верхнем углу мы увидим название робоборик. На главной странице у вас могут быть другие картинки, так как это новостная лента, и картинки у нас меняются. Вот. А в правом верхнем углу мы видим шапку сайта, выбираем курсором возраст 5-7 лет, выпадает окошко, в котором выбираем «Начать», и переходим дальше в окно регистрации. Выбираем здесь кнопку «Регистрация» зеленого цвета в левом нижнем углу. Переходим и регистрируемся как педагог. Дальше заполняем все поля анкеты. Фамилию, имя, отчество через пробелы, свой e-mail, то есть почтовый адрес, который будет у вас логином. Придумываем пароль не меньше, чем из 8 символов. И в конце регистрации обязательно отмечаем галочкой свое согласие на регистрацию. Не забываем написать страну, регион, населенный пункт и также название своего дошкольного учреждения. Еще раз напоминаю, обязательно галочкой не забыть отметить. После того, как все выполнили, выбираем кнопку «Зарегистрироваться». Страницу
мы не закрываем эту, оставляем сайт открытым и заходим в свою почту, указанную при регистрации. Находим в письме и копируем код подтверждения. Вот здесь у нас есть пример такой. Код нужно скопировать и для подтверждения регистрации вставить его на сайте. После этого нажать кнопку зеленого цвета «Подтвердить». Для активации промокода мы должны с вами вернуться на сайт образовариума, сайт obr.nd.ru. Наводим курсор на меню в левом верхнем углу. Это у нас 3 горизонтальные полоски, левее слова «образовариум». Если мы нажимаем на эти полоски, у нас появляется список, где выбираем активация продукта. И вводим код доступа. Код доступа, который мы получили с вами из почты. Нажимаем кнопку «Применить код». Дальше переходим на сайт в режиме реального времени. Набираем адрес сайта. И попадаем, вот мы уже сказали, в левом верхнем углу 3 горизонтальные полоски. Мы с вами выбрали активацию продукта и ввели свой код. А сейчас мы для продолжения работы, для активации продукта вводим код своего региона. Для Коми это у нас, будьте внимательны, РББ, Коми 2021. А для Ненецкого автономного округа РББ, НАО 2021. После того, как можно было скопировать этот код из чата или набрать и применить код, и нам становятся доступны все ресурсы. Мы автоматически оказываемся на странице Робоборика и выбираем здесь курс для детей 5-7 лет. Нажимаем «Начать» и начинаем, попадаем в главное меню. После этого можем работать уже с нашим курсом. А сейчас кратко за оставшееся время я бы хотела показать вам, как можно использовать курс для проведения различных форм работы с детьми. Давайте выберем с вами формирование элементарных математических представлений. Как мы уже говорили, 27-я неделя – это у нас геометрические тела. И хочется показать 2 вида занятия, когда мы используем ролик демонстрационный и строим занятия именно на проведении, на просмотре ролика и вокруг информации, которая в ролике нам предоставлена, на содержании ролика. Давайте немножко начнем просмотр ролика. Добавим звук. Саша – мальчик любознательный. Больше всего он интересуется космосом. Читает книги, смотрит фильмы о космонавтах, ракетах и космических кораблях. Однажды Саша решил научить свою сестру Машу строить ракету из конструктора.
Сначала они придумали форму будущего, а потом мальчик Вашу презентацию. Маша догадалась. Так, сейчас, секундочку. Так, видно сейчас? Коллеги, подскажите. Видно. Да, сайт виден, да? Так, мы выбираем с вами так, возраст 5-7 лет и начать. Еще раз. Выбираем элементарные математические представления, познавательное развитие, 27-ю неделю, геометрические тела. И предлагаю посмотреть вам ролик. Больше всего он интересуется космосом. Читает книги, смотрит фильмы о космонавтах, ракетах и космических станциях. Однажды старший решил научить младшего брата строить ракету в космосе. Сначала они придумали форму будущего, а потом мальчик нарисовал его чертеж. Маша догадалась, что брат нарисовал ракету из геометрических. Девочка решила нарисовать фигуру, которую она знает. А именно круг, овал, треугольник, четырехугольник. Не слышу, нам, пожалуйста, прокомментируйте, что там происходит, что там. Не слышно снова ролика. Мальчик увлекается космосом и предложил сестре построить из геометрических тел ракету. И девочка посмотрела, какие есть детали в этой постройке, и решила нарисовать знакомые геометрические фигуры. И вот она нарисовала геометрические фигуры на доске. И мы можем предложить детям найти эти фигуры у себя в раздаточном материале. То есть до занятия мы должны для каждого ребенка на столе подготовить геометрические фигуры, можно из математического набора, а также геометрические тела из деталей конструктора. Дети могут работать на занятии парами или подгруппами, или даже индивидуально, если есть такая возможность предоставить каждому ребенку такой материал. Дальше при просмотре ролика мы видим с вами объемные геометрические тела и можем вокруг этого, на основании ролика построить проблемную ситуацию, предложить детям назвать знакомые геометрические тела, найти их у себя на столе и дальше посмотреть в ролике рассказ обо всех геометрических телах сразу или по очереди найти каждое геометрическое тело, вспомнить рассказ, проверить, что можно катать, что можно поставить друг на друга, рассмотреть их со всех сторон, сбоку, сверху, провести обследование, обвести рукой и также сравнить геометрические тела и плоские фигуры, обсудить, есть ли что-то между ними общее и в чем различие. Дальше по теме ролика у нас вот так вот рассматриваются все геометрические тела с разных сторон, предметы вокруг и знакомые детям, которые могут походить на эти геометрические тела. То есть все содержание занятия мы строим на основании содержания ролика. В любой момент можем остановиться, создать какую-то проблемную ситуацию, обсудить и конкретно разобрать любую часть ролика. Когда дети, допустим, нашли предметы такой же формы вокруг себя, вспомнили другие предметы,
знакомые подобные формы. А если мы проводим знакомство с каким-то конкретным геометрическим телом, то можно включить фрагмент ролика только на эту тему. Дальше дети могут сделать постройку из имеющихся у них деталей, индивидуально или парами, можно подгруппами, возможно предложить постройку сделать по чертежу и в дальнейшем в свободной деятельности поиграть с ней. Или создать свои индивидуальные или коллективные аппликации по теме космос, вспоминая, на какие геометрические фигуры похожи у нас различные космические тела и техника. Они у нас тоже будут показаны в дальнейшем в ролике. Продолжительность ролика небольшая, как мы видим, и у нас нормы Санпина при просмотре не нарушаются. Второй вариант занятий я предлагаю вам с использованием интерактивных заданий. Для этого давайте мы зайдем с вами в режим ребенка и выполним задание. Начинать можно с первого задания темы, рассмотреть и сравнить фигуры на картинке, посмотреть, что между ними общего, чем они отличаются, как мы назовем каждую фигуру, можем ли мы разделить эти фигуры на две группы, какое между ними главное отличие, что общего, и предложить детям найти такие же фигуры у себя на столе, поставить по порядку геометрические объемные фигуры, так как они будут здесь представлены у нас: куб, пирамида, конус и цилиндр. В следующем задании можно сочетать фронтальную и индивидуальную работу. Дети по очереди или хором называют фигуры, которые видят на доске, или находят их сначала у себя на столе, а потом уже называют и сравнивают, все ли правильно ответили. Здесь я предлагаю детям послушать задание, найти такие же фигуры у себя на столах и выполнить задание каждому персонально на столе. Для этого нам будут нужны кружки разного цвета из математического набора, и ребенок выкладывает возле каждой фигуры кружок правильного цвета. Около цилиндра желтый кубик, около цилиндра желтый кружок, около кубика зеленый и около конуса красный. Сначала могут все дети выполнить эти задания, а потом проверить можем на доске правильность выполнения задания. Четвертое и пятое задание могут выполнять дети возле доски по очереди, и остальные дети проверяют правильность выполнения задания. Или как вариант, дети по очереди называют один из предметов и говорят, на какую форму он у нас похож. Ну, давайте сделаем задание, соединим предметы. Также это могут делать дети во время занятия. Или дети называют предметы, педагог соединяет. Если мы выполнили правильно, то видим снова зеленого цвета цифру, что задание выполнено правильно. Шестое задание мы можем выполнить фронтально. Как мы видим, здесь тоже у нас интеграция с темой космос, как мы уже говорили. Эта тема проходит в 27-м занятии по всем разделам наших заданий. Можем найти подобную форму, потом можем нарисовать или вырезать из аппликации каждый летательный аппарат вместе с детьми. Вот еще вариант задания. И вот еще такое задание. Это мы тоже можем с вами предложить детям выполнить на столах, используя числа из кассы цифр и букв. И ребенок считает, сколько каждого вида геометрических тел у нас есть, и около каждого тела выкладывает нужную карточку.
Потом мы сравниваем все ответы, проверяем, исправляем, если есть такая необходимость. И каждый ребенок будет знать правильный ответ. Также задание мы можем прослушать, если текст нам повторяет. Эта объемная фигура не имеет фигуры. Она гладкая и круглая. Башня с ее помощью не построишь. Но ее нужно показать. Эта объемная фигура не имеет углов, она гладкая и объемная, башню с ее помощью не построишь. Дети должны выбрать правильный ответ. И подобное 9-е задание, там дается уже другая фигура. И на доске тоже можно выполнить последнее задание. Завершить занятие можно совместной постройкой на тему «Космос», где дети построят различные космические объекты, подумают, как можно сделать ракету, луноход, спутник, и в свободной деятельности потом продолжат игру. И как мы уже заметили с вами, в разделе формирования элементарных математических представлений у нас также прослеживается связь с общей темой недели, с темой «Космос». Спасибо за просмотр. И на этом я презентацию заканчиваю. Спасибо большое. Мы видим здесь, что уже у некоторых коллег начало получаться. Кто-то уже начал регистрироваться. И даже вот Юлия Ивановна уже смогла попробовать поработать в нашем курсе. Ну и вот хотелось бы подытожить выступление коллег. Я сейчас тоже попробую, как и мои коллеги, успешно, надеюсь, включить презентацию свою. Я надеюсь, что я успешна в этом. И я бы хотела подытожить тем, что вот наши курсы и, собственно, сайт roboborik.com, который вы сегодня видели, на котором регистрировались, входит в программу целевого проекта «Развиваемся вместе». Эта программа, мы ее создаем вместе с агентством стратегических инициатив, вместе с региональными министерствами образования. В эту программу входят такие вебинары, но мы, как сегодня услышали в самом начале, что вот сегодняшняя наша встреча – это один из цикла вебинаров практикоориентированных, на которых мы вот как раз вот высылаем коды активации. Но если вы зайдете на сайт roboborik.com, то вы увидите, что там для вас всегда доступна и бесплатно достаточно большая часть ресурсов. Они вам доступны в любое время, и, соответственно, их много, вы в этом сможете убедиться, поэтому заходите, пожалуйста, на этот сайт. Также мы постоянно устраиваем для педагогов различные виды активностей, такие как конкурсы. Вот у нас 5 марта были подведены итоги всероссийского конкурса «Занимаемся вместе с Робобориком». Мы, честно говоря, получили огромнейшее удовольствие. Это был праздник педагогической практики. Ну и, соответственно, опыт воспитателей, которые приняли участие в этом всероссийском конкурсе, мы будем обязательно транслировать на различных площадках. Также мы постоянно уделяем внимание и вашим воспитанникам. У нас проходят марафоны умников и умниц. Вот сейчас завершился недавно зимний марафон, там, где дети
ваши воспитанники могут проверить уровень знаний и умений, и все получают дипломы, дипломы участника, дипломы победителей и рекомендации для родителей. Также мы оказываем всестороннюю методическую поддержку. Нам важно, чтобы цифровая среда в вашем образовательном учреждении формировалась успешно, чтобы ваша педагогическая траектория шла по прямой, легко и эффективно. Поэтому вы видели, что к нашим курсам мы разрабатываем обязательно методические материалы, их много, они подробные. Собственно, мы как раз в наших соцсетях, это соцсеть в Инстаграме, ВКонтакте и на Ютубе, мы выкладываем разнообразные материалы, и либо это какие-то короткие статьи, которые интересны педагогам, родителям и детям, о том, как живет Робоборик. Вот сегодня Робоборик решил испечь блины. В преддверии Масленицы это как раз очень актуальная тема. Ну и, собственно, мы устраиваем различные розыгрыши в этих социальных сетях, поэтому очень удобно, если вы подпишетесь, вы будете получать всю актуальную информацию. Также мы разработали программу инновационных площадок и программу педагогов-экспертов. Вот сегодня вам представляла опыт педагог Капитанская Елена Александровна, она как раз воспитатель нашей инновационной площадки. Инновационные площадки получают новейшие разработки всегда для апробации. Инновационные площадки получают возможность делиться своим опытом по всей Российской Федерации, а педагоги-эксперты этих площадок могут участвовать в разработке наших продуктов, потому что я вот опять же таки повторюсь, мы понимаем, что только с педагогами-практиками мы можем создавать наши продукты. Ну и следить за прогрессом, и мы всячески поощряем вашу активность. Вот сегодня те из вас педагоги, я вот смотрю еще чат, кто успел уже попробовать поработать с цифровым электронным ресурсом. Я надеюсь, что вы успешно, удачно, что все везде нажимается, звук идет, мы больше чем в этом уверены. Ну и, собственно, мы выдаем различные сертификаты за вашу активность, так за работу, если вы 50 и более раз работаете с нашими занятиями курсов, то мы выдаем сертификат о прохождении практикума информационно-коммуникативных технологий. Ну и, собственно, мы вот сейчас, заканчивая свое выступление, мы с слова огромной благодарности говорим Коми Республиканскому институту развития образования, мы говорим слова благодарности Институту развития образования Немецкого автономного округа за возможность такой встречи, за возможность услышать вас, уважаемые педагоги. Поэтому вот внизу выставлена почта. Пожалуйста, пишите свои комментарии, свои проблемы, свои замечания, свои предложения. Мы на них всегда реагируем. Давайте развиваться вместе. Спасибо большое. Я тогда, Вячеслав Алексеевич, надеюсь, да, передаю вам слово. Коллеги, спасибо большое вам за такой объем информации. Спасибо за предоставление ресурса еще на месяц. Я думаю, наши педагоги тоже попробуют. Коллеги, у кого не получилось там с регистрацией, можно будет еще в свободное время тоже попробовать зарегистрироваться на обеих сайтах, и на сайте obr.nd, и на сайте Робоборика, и разобраться, вставить промокод и попробовать эти ресурсы. Значит, вопросы были, будет ли сертификат. Значит, Людмила Михайловна, я понял, от нового диска будет сертификат участникам?
Да-да-да, всем участникам мы Да. выдадим Значит, в сертификат. свою очередь от Криро, вы все заходили через сайт Криро, через видеозал, в своем личном кабинете на сайте Криро, в личном кабинете, там есть закладочка сертификаты, и вы тоже получите сертификат по окончании вот этого мероприятия. Сразу же можете зайти, у вас уже будет сформирован в личном кабинете сертификат, который вы можете скачать. Ну и также по другим нашим вебинарам, по которым вы проходите, и там, где предусмотрена выдача сертификата, выдается сертификат. То есть автоматически он генерируется. Ну, а, наверное, от нового диска попозже, когда мы и переправим список участникам, и тоже будет сформирован немножко попозже сертификат участника. Коллеги, ну, если нет вопросов, то что, мы завершаем, да, Лидия Михайловна? Да-да-да, да. Мы завершаем. С огромной благодарностью. Мы желаем всем доброго здоровья. Спасибо. Мы наших прекрасных дам, девушек, милые дамы, поздравляем с прошедшим праздником весны. Поэтому мы желаем, чтобы вы были эффективны, чтобы ваши дети были успешны, а родители счастливы. Спасибо вас тоже с прошедшим праздником днем 8 марта, с проходящей сейчас Масленицей. Всех благ, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо большое. Всего доброго.